Уважаемые участники второго Вилюйского образовательного форума, предыдущий выступающий рассказал о подвиге Галилео Галилея. Действительно, выражение «эппур си муове» и все равно оно движется, приписывается ему, хотя история говорит о другом, что он во время суда Инквизиции отказался от своих открытий, и когда его ученики, возмущенные его поведением, сказали ему, что он мог бы быть героем, на что великий ученый сказал, что ему жаль ту страну, которая нуждается в героях. И, возможно, Галилео был прав. В стране, где все работает и все делают свои обязанности, нет нужды в героях. Этим я хочу сказать, что все, что необходимо для достижения высокого качества образования, у нас имеется. У нас есть все инструменты, и их надо только использовать. С 1 сентября Малая академия наук Республики Саха-Якутия стала работать в полноценном формате регионального центра по работе с одаренными детьми по выявлению талантливой молодежи по модели образовательного центра «Сириус», хотя и входит сейчас в федеральную экосистему воспитания талантливой молодежи. Буквально до конца года войдет в строй новое здание учебного корпуса Малой академии наук Республики Саха-Якутия со своими 15 новыми лабораториями, оснащенными на 200 миллионов рублей самым современным оборудованием. Фактически все площадь Малой академии наук полезная будет равняться 12,5 тысячам квадратных метров. Таким образом, мы расширим охват детей с 5000 ежегодно до 15 тысяч. У нас добавляется направление спорт, искусство, креативной индустрии, естественно, к нашему основному направлению, которое было у нас, наука. Будут дополнительные площадки высшей школы музыки, балетной школе и Дахсуне. Еще весной мы провели комплексные экспедиции по выявлению талантливой молодежи с такой профориентационной нагрузкой. Эти экспедиции прошли у нас в центральных районах Улусах, и мы планируем провести их по Вилюйской группе районов. Очень прошу вас поддержать организационно наши комплексные экспедиции. Малая академия наук Республики Саха-Якутия создала также свою инновационную онлайн-площадку, которая называется lk14.ru. Сейчас данная площадка охватывает более 15 тысяч обучающихся, которые открыли свои личные кабинеты и активно участвуют в более чем 200 разных мероприятий Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Наша платформа признана исключительно успешной на уровне образовательного центра «Сириус», и сейчас ведется работа по более глубокой координации существующей у них платформы. Хочу вам сказать, что произошел невероятный прорыв в организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Прошу вас всех поддержать на школьном этапе участие обучающихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Эта олимпиада уже идет, она началась в сентябре месяце и будет продолжаться в октябре. Малая академия наук все время сопровождает методически и информационно, так как существует уже организационная техническая модель, которую мы создали, работая в этом направлении, в направлении организации Всероссийской олимпиады школьников в нашей республике. С нами работает 45 координаторов во всех улусах, районах, муниципальных образованиях. 6 предметов отобраны, такие как математика, физика, химия, биология, астрономия, информатика. Они будут проходить на онлайн-платформе образовательного центра «Сириус». Такая централизация дает исключительные возможности. Это дает нам качество, повышенное качество заданий, интересные задания. Одновременно с проведением Олимпиады обеспечивает благодаря этому и также автоматическую проверку.
Ну, естественно, будет проводиться очень полезная статистика. Будут охвачены все школы. Мы договорились со всеми школами Якутии, что школьники будут подключаться, регистрироваться через школы. Впервые в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников примут участие обучающиеся из кочевых школ. Такая же хорошая новость заключается в том, что все школы Якутии уже имеют доступ к интернету. Если будут проблемы, то Малая академия наук будет обеспечивать всем материалом, необходимым для проведения Всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе. Наша цель – это сделать охват 60% всех обучающихся с 4 по 11 класс включительно. В дальнейшем мы будем это все расширять. Думаем, что мы достигнем через несколько лет уровня 85%. Это очень важно, потому что таким образом мы сможем сейчас уже привлечь к олимпиадной деятельности совершенно новых ребят, которые раньше не принимали участие. Это действительно хорошая и очень нас поддерживающая новость. Еще другая полезная новость, интересная новость, заключается в том, что в проект перечневых мероприятий Министерства просвещения Российской Федерации включено наше флагманское мероприятие «Шаг в будущее» Инлихи-Харды, научно-практическая конференция имени академика Владимира Петровича Ларионова. Также наши республиканские олимпиады. У нас они проходят давно, например, Олимпиада по черчению. Еще раз хочу заявить, что у нас имеются все инструменты для необходимого нам для развития. И нам нужно максимально эффективно их использовать, чтобы сделать образование доступным на основе принципов справедливости и понимания того, что все дети являются талантливыми. Спасибо большое за внимание.